Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. Триумф социального кино. Так эксперты и критики называют победу фильма «Харчи. Возмездие» на всероссийском конкурсе ТЭФИ «Регион-2024». 20 ноября в Туле определили 18 лучших имен в мире телевидения и кино. Среди них и лента производства НВК «Саха». Наши сегодняшние гости – лауреаты премии режиссер фильма Евгения Эверстова и сценарист Евгения Давыдова. Добрый вечер. Добрый вечер. Позвольте поздравить вас с такой наградой, потому что это действительно очень неожиданная и приятная новость для нашей компании в целом. А вот если начнем мы с вами говорить о фильме, вспомните работу над ним, историю создания. Как пришла идея такого необычного формата? Продолжать сериал в качестве полнометражного фильма, это оказалось довольно интересным ходом, как показала практика. Но это не значит, что все телевизионные сериалы будут иметь продолжение фильма. «Харче» Естебиль был продолжением сериала «Харче», но он не является таким продолжением, когда нужно обязательно смотреть сериал. Он полноценный проект. Его смотреть можно и без привязки к сериалу. И после показа сериала «Харче» мы показали на большом экране фильм, и зрители были очень довольны. Мы поняли это по отзывам. И вот в результате еще и победа на ТЭФИ «Регион» показала, что это хороший проект. Да и сам формат, на самом деле, оказался очень интересным. Елена, а как для вас складывалась работа над проектом? Так, вначале чуть-чуть про сериал скажу. Давайте, да. Обычно у нас сценарий мы не выбираем. Вот например, я свободна, приходит какой-то сценарий, сразу дают. Не говоришь там, я не хочу этот сериал снимать, не хочу этот. Когда я получила сериал «Харче», сценарий, я так обрадовалась, прочитав. Думаю, вот, как повезло. Сценарий был очень хороший. Там в центре борьба с мошенниками. Да. Если в сериале мы показывали разные методы мошенничества, то в фильме у нас последствия мошеннических действий. И что случилось с жертвами мошенничества, что случилось с главным героем, который совершал мошеннические действия. Вот такое продолжение получил. То есть получается, что сериал-то он был на якутском языке, да. И там каждая серия была посвящена отдельному виду мошенничества. Здесь мы не говорим только там о киберпреступлениях, например, по телефону, да? Еще о разных методах всяких. Расскажите об одном каком-нибудь. Там можно было увидеть, как через сайт по инвестициям, как можно наткнуться на мошенников, на телефонных мошенников, через СМС. И после просмотра сериала многие зрители нам писали, что они перестали брать телефонные звонки с разных регионов, они перестали общаться, спорить, они то есть на корню обрывали телефонный звонок. То есть тем самым они обезопасили себя, и я считаю, что это достаточно такая хорошая профилактическая работа среди населения, потому что телевидение, оно влияет на массы же. Да, и получается, что зритель, смотря сериал, учится-то на чужих ошибках, делая для себя выводы. А вот если говорить о работе над фильмом, там же тоже какие-то использовались методы для достоверности. Вот мы говорим о жертвах, которые живут с последствиями мошенничества, как-то борются. Там как все складывалось? При написании сценария мы всегда работаем с консультантами. Это, именно в этом проекте мы тесно работали с сотрудниками полиции, с психологами. Я даже общалась с настоящим мошенником. А за достоверность конкретную работу проделывает режиссер с артистами. Так, давайте тогда сейчас еще про мошенника немножечко. Не будем, открывать, наверное, как его зовут, но чем занимался и как вообще он пошел по такому скользкому пути? Наши сотрудники правоохранительных органов, они поймали его в другом городе, по-моему, в городе Владивосток.
он жил и работал, ну, работал там и проводил мошеннические действия в нашем городе. И вот они его поймали и привезли в наш город, над ним состоялся суд. И вот он любезно согласился поведать свою историю. И я, ну вот, хотела с ним именно пообщаться, чтобы понять психологию мошенника. И, ну, достаточно так получила много информации. Но можно сказать, что он не от хорошей жизни стал этим Да, заниматься. или конечно, как? конечно. Ага. А если мы говорим о работе с актерами, чем занимается режиссер для того, чтобы все было супер достоверно? Ой, это сложная работа. Особенно, когда мы снимаем сериалы 16 серий. Ну, вначале, когда вот я получаю сценарий, обычно я читаю, потом Женя, ну, мы разговариваем, я говорю, может, вот эту сцену изменишь, там у нас эта локация не получится. Мы все время, ну, так сообща работаем. А потом, ну, обычно, когда снимаем сериал, и до выхода я прохожу 3 этапа. Первый вот сценарий, потом на съемках. Конечно, работать очень трудно. Надо выбирать актеров. Я обычно, ну, проводим кастинг, и обычно я актеров выбираю, когда вот они приходят, по типажности смотрю, на этот роль пройдет или нет. А когда уже и пятерым вдруг не подходит, кажется, и начинаю искать. Ну да. Ага, поэтому, а так у нас обычно я беру на главные героев этих актеров с театра, но бывает и простые люди приходят. У меня девушка вот играла Юлю? Юлю, ага. Вот она без актерского образования. И хорошо И справилась. очень со хорошо своим. справилась. А вот бывает такое, когда вы читаете сценарий, и вы понимаете, что это вот прям написано именно под какого-то артиста. Ну вот. Поэтому у меня же есть своя база тоже. Ага. Я им звоню. Кого-то я уже до этого снимала и говорю, вот как раз для тебя. И так приглашаю. Вот вам, как режиссеру, что хотелось привнести и в сериал, и в фильм? Еще такое есть. Во время съемок, конечно, бывают изменения. Что-то я люблю, когда импровизируют актеры. Они могут что-то привнести. Конечно. Ага. Поэтому что-то может измениться, что-то добавится. Иногда бывает наоборот, что-то убираем. Но это еще только начало. Мы пытаешься добиться, чтобы они играли естественно. Это столько дублей, это столько терпения надо иметь. Ага. Ну, еще хорошо тем, что я сама монтирую. И во время съемок я уже смотрю, как я монтировать буду. Например, несколько дублей снимаю и думаю, в этом дубле они вначале хорошо сыграли, это в конце. Значит, я могу это соединить. Ну, все, хватит тогда, говорю, дубль. Мгм. Ну да, бывает Ага. такое. Когда мы даже на Когда съемки сами езжаем монтируем. новости снимать, тоже бывает в голове, что понятно, как Ага. эта картинка Ну, это возможно дальше снимать. сложится. Елена, Евгения, давайте сейчас напомним нашим зрителям, что мы сегодня работаем в прямом эфире, и задать вопрос нашим гостям можно по телефону 42 14 39 или же по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 0502. Давайте продолжим тему вот И как раз с вот, достоверностью. ага. Да. Так, еще потом 3-й этап идет. Так, а там Думаешь, что? сценарий написали, это сняли, мы там подправили что-то. На 3-м этапе может все измениться при монтаже. Можно поднять сериал, можно опустить, если плохо смонтируешь. Это по-разному. Бывает же, ну, по-простому, чтобы зрители поняли, да? Например, 2 человека разговаривают. Вот один говорит, ты говоришь, тебя только показывают. Я говорю, меня показывают. А тут надо уловить именно реакцию слушающего. Иногда бывают такие реакции, которые можно упустить и показать, вот, хорошо играет актер, кричит, только можно его показать типа этого. И тут надо при монтаже очень аккуратно, ну вот, или длинный кадр чуть-чуть держать, или обрезать. Ну, это Очень такие сложно. прям секреты, фишки. Все-то не раскрывайте, а то потом смотреть неинтересно будет. Давайте поговорим про съемочный процесс. Кто был задействован в главных ролях, с кем велась работа? Так, Да, в основном у нас Алонхо. главные герои сериалов и фильма — это артисты Саха театра Алонхо. Главными героями фильма «Харчи Естебиль» это Андрей Соловьев, Сандра Жегусова, Николай Протасов, Анатолий Николаев, Маргарита Борисова. Ну вот так, да. это главное. Это главные герои.
Они все, кроме Николая Протасова, играли в сериале «Харче». Ну, то есть для них это было почти что духовное продолжение. Ну да, да, да. И работа уже была слажена до этого, и с Да, фильмом хорошо да, все сладилось. да, да. Давайте тогда поговорим о реакции зрителя. Как пришло понимание, что лента будет успешна в коммерческом плане? Но это, когда я вот премьера была, я сидела в зале в самом в конце, потому что охота почувствовать атмосферу зрителей, как они реагируют. Я все время смотрела, ну, кто рядом сидит, кто-то, видно, что чуть ли не плачет, видно, переживают. И про себя сидишь и думаешь, значит, ну, в точку чуть-чуть попала, потому что еще до конца же фильм не закончился. И оказывается хорошо вот это чувствовать. Все равно волнуешься, и когда вот эти моменты улавливаешь, или кто-то кричит, и думаешь, ну хорошо. Потому что когда монтируешь, думаешь, обязательно я должна добиться в середине, вот, чтобы что-то кто-то крикнул или что-нибудь. Ага. Или пожалели ребенка, ребенок плачет, ну вот. И поэтому, когда фильм закончился, ну вот, премьера, и еще удовольствие получил, когда начали входить и поздравляли. И думаю, все хорошо. Но при просмотре фильма, кстати, знаешь, что бывает? Сидишь и думаешь, о, почему я так смонтировала? Это тоже плохо. Это же можно 100 раз менять. Каждый раз, когда Конечно, смотришь. да. Я все время сидела, тут придержала, тут надо было по-другому смонтировать. Почему я этого показала, надо было того показать. Ой, оказывается, сложно. Вот я об этом как раз хотела спросить, что вы же, наверное, сериал получается, смотрите несколько раз, Ага. и когда писали сценарий, уже в голове первый раз представили, когда снимали, потом когда монтировали, и финальная вот эта Вот. вот лента в кинотеатре, тоже вот все равно возникают Да, такие мысли, оказывается. потому что на мониторе совсем другое, а когда в кинотеатре большая картинка и атмосфера другая, звук другой, и там уже тоже по-другому смотришь. Когда решили подать заявку на ТЭФИ? Мы на ТЭФИ подавали заявку в июне месяце. В этом году от нашей компании ушло 4 заявки. Полуфинальные мероприятия прошли в городе Тверь, и там огласили список финалистов. И среди них был наш фильм, который был номинирован в номинации «Сериал-фильм». И вот было принято решение, что на финал поедем мы, Елена Николаевна и я, как сценарист. Ну, здорово. А вот какая у вас была реакция, когда вы увидели ленту-то в номинантах? Когда здесь были? Ну, Или Когда финал или там прошли. сидели? когда уже прошли финал, получается, Ну, да. А реакции, когда в зале сидели, тоже спрашиваю. Когда финал прошли, нам озвучил на планерке генеральный директор Олег Марков. К сожалению, нас в полуфинале не было, и его в тот же момент поздравляли коллеги из других регионов, что мы прошли в финал, и вот Олег Олегович на планерке озвучил, что наш проект в финале, и мы будем участвовать в конкурсе дальше. Ой, здорово. Ну, с такой большой наградой это, наверное, и большая ответственность ложится. Нет? Ну, это, да, конечно, само собой. Но это большой стимул работать дальше. Да, я думаю, что это очень большой стимул, на самом деле. Уже, наверное, есть у вас какие-то идеи, но о них попозже. А теперь давайте про реакции в зрительном зале. Когда вы уже сидели и слышали, что вас объявляют, какие тогда чувства переполняли? А я хочу до этого тогда рассказать. Хорошо, Я да. Мише рассказывала ну, вот, в эфире, да? В этот день, когда вот с утра проснулась, встала, и везде же ТЭФИ там написано, и там же всех встречаешь, и такое волнение, и чтобы успокоить себя, что-то пытаешься, какой-то знак найти. Наливаю кофе, сахар, просыпаю и думаю, ой, это же радость. Это радость. хорошая же примета, Хорошая. да. Ага. Потом коллега приехал, который работает в Москве. Ну вот мы с ним поехали на машине, он мне город показывал. Еду, и счастливое число. Когда номера-то. Одну увидела, думаю, классно, так, еще надо 2 увидеть. Надо, чтобы обязательно 3 было. Ну, чуть погодя, увидела, обрадовалась. А потом, когда нас рассадили, кстати, типа финалисты впереди, а участники сзади. И я пришла, села, 2-й ряд был, и тут проход посередке. Сижу, думаю, о, как удобно выходить на сцену.
Ну, все Ну вот, продумано. ага. Ну, я все время пыталась тебя успокоить. И вот это, могли же меня там посадить, посередке где-нибудь, чтобы долго выходить. И тут девушка сидит, а вы откуда, говорю? Она говорит, Башкортостан. Я думаю, о, у них же сериал. Я говорю, мы с тобой, значит? Но мы с ней познакомились, смеялись, волновались вдвоем. Она говорит, так, нам еще далеко, ну, каким-то 15-м или 14-м, Да, было? да, Поэтому, да. кажется, так долго ждать, и видишь, на экране же показывают этих финалистов, и думаешь, а как я буду там выглядеть? Она говорит, надо волноваться красиво. Я говорю, хорошо. Ой, ну красивому волнению, это, наверное, надо еще научиться. Но я посмеялась. Потом, когда уже показали нас, ну, вышел, который нам будет прощать, я даже на него не обращала внимания. Я смотрела, как мы сидим втроем. Ага, вот девушка, я не помню сейчас имя. Лица финалистов Ага. показывали на экране. Я сижу, на них не смотрю, на ведущих не смотрю, я смотрю на себя и думаю, так, я сейчас должна выйти, взять статуэтку и держать, и стоять там. И услышала Саха. Ну, все. Национальное вещание в этот все, потому что я сидела, молила, чтобы выйти. Здорово. Евгения, а вы в день получения награды видели какие-то знаки? Нет, я особых знаков не видела. Я, в отличие от Лены, ну, не такая суеверная. Ну, Я эмоциональная. или пытаюсь быть не суеверной, потому что я же все-таки продюсер. Но я маме все-таки сказала, мама, пожарь оладушки. Правильно? Да, да. И я еще Лене говорю, перед тем, как пойти на церемонию награждения, Лена, а может подготовить речь, если вдруг мы победим? А Лена говорит, Нет, ни нет. за что. Заранее нет, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. И вот мы так пошли на церемонию. И Лена сидела впереди, я чуть сзади. И когда объявили наш фильм победителем, у меня задрожали руки, слезы подступили на глаза, и было волнение, но оно прошло, когда Лена вызвала меня на сцену. Я вышла и думаю, так, Женю же надо позвать. И так просто, со мной Женя, иди сюда. И волнение, видимо, пропало, потому что мы же представляли там свою республику. Конечно. Сразу обратили внимание на наш наряд, сказали, что... А, вы в нарядах были? Ага. Да, мы вдвоем были в черных платьях Специально и в национальном своем убранстве Илинке Бигер. И нам говорили, как красиво вы выглядите. Элегантно, Да, говорили. как элегантно. Вот. И интересовались, неужто это настоящее полностью серебро? Или нет? Ой, ну так, ну это для нас уже Да, получается, да, конечно. да. Кстати, после вручения потом же мы вышли, и было приятно, когда нас жюри поздравлял. Потому что, ладно, коллеги, да, они все поздравляли, потому что, ну, с ними знакомишься, а тут, ну, тогда уже думаешь, правда, фильм понравился. Если бы никто не поздравлял бы, да, Да. и жюри, ну, все равно бывает такое, вдруг как-то так. А тут, когда подходили, поздравляли. Они искренне радовались за нас, Ой, поздравляли. ну Это было прямо, классно. Да, высшая оценка. Когда вы приехали к нам уже в Якутск на родину, вас встретили наши коллеги, работники национальной тщательной Да. компании. Давайте посмотрим, есть очень интересные кадры. Ой. Говорят же, заранее готовьтесь. А у меня какой-то, если думаю, я буду заранее думать, о чем я буду говорить, не получится. Поэтому, когда сказали, ну, нас вызвали, поднималась и думала, что я должна вам сказать, благодарить кого-то. А кого благодарить? Их так много. С кого начать? Может быть, в случае победы стоит подготовить речь. Она вообще говорит, не надо, нельзя. нет, Женя, не надо заранее. Давай отправим ссылку прямой трансляции в группу. Не надо, Женя. Зато счастливые, радостные приехали. Да. Для нашей Компании. компании. Ну, здорово. Так, ну, об эмоциях и о том, как сама церемония награждения проходила, мы уже с вами поговорили. А вот лично для вас, как для режиссера и сценариста, что значит эта победа? Ну, это, скорее всего, для меня, например, бонус. Это бонус дальше работать, дальше стараться. Потому что это уже какая-то ответственность же. Все равно будут ждать. Ну что, получила награду, как у тебя дальше будет идти? Снимать лучше. Ну, Ну и ответственность очень Ну и большая. настрой-то есть все равно для того, настрой, чтобы конечно, дальше есть, да, ага. заниматься творчеством. А у вас, как Евгения?
А для меня лично вот победа на ТЭФ регион — это знак того, что мы на правильном пути, что мы все делаем хорошо, качественно и должны уже еще более качественнее работать, еще лучше. И это, я думаю, эта победа должна послужить стимулом не только вот для нас самих, а для наших коллег. Я очень хочу, чтобы в последующие годы таких статуэток, так «Орфей» в нашей телекомпании с каждым годом прибавлялось. Да, кстати, это звучит очень интересно. Просто ТЭФИ — это же ведь что-то сродни Оскару в мире телевидения. Да. А есть такое ощущение, что вот все, получили высшую награду, а дальше-то что делать? Нет, конечно. Об этом, кстати, не думаешь, да? Нет, мы уже давно работаем, ну, каждая по отдельности, уже на других проектах. Расскажи, Лена, о съемках, которые Вот провела летом. летом я провела, после Нового года выйдет новый сериал от Джилустан. 1,5 месяца мы жили в Тати-Тыколе, почему-то в Черках, музейный комплекс. Это была сложная съемка, потому что это было, ну, период, знаешь, какой, да. Начало Да. 20 века же, да? Ага, начало 20 века, до революции, вот этот период. Потому что там костюмы, балаганы, много актеров, речь другая все равно, да? Чтобы ни одной русской речи, ну вот так, разговорной, чтобы не прошло. Ну, очень сложные съемки были. И мы без отдыха каждый день 1,5 месяца снимали. А как вообще пришла идея исторической лентой заняться? Так, у нас Сценарист ага, Катерина Юрьевна Григорьева. Она взяла так по рассказу, ну, рассказ-то маленький, писательница, как ее, Гаврилевой, ой, имя забыла, Валентины Гаврилевой. А по рассказу она, конечно, растянула на 16 серий, добавила очень много героев, очень интересно. Ну, для меня, например, было интересно работать. Чем тяжелее, кажется, какое-то задание дают мне, например, сможешь, иногда бывает, говорят, вот ты не боишься историческое снимать? А это для Вызов меня, себе, я да? сразу думаю, нет, обязательно сделаю. У меня всегда так, что чем тяжелее, мне тогда лучше. Да, тогда Ага. тем интереснее. Да. А вы над чем работаете сейчас, Евгений? Сейчас я работаю над разработкой посерийника 16-серийного сериала. Жанр должен получиться детективом. Это будет первый опыт для меня в таком жанре писать. И если я грамотно напишу посерийник, то диалоги должны пойти хорошо. Ну, я так надеюсь. Потому что написание сценария — это очень большой, объемный труд, так скажем. Если примерно представить, один сериал у нас 16 серий, а это почти 600 сцен. А 600 сцен — это столько же напечатанных страниц. И если учитывать, что в каждой сцене должна быть новая информация, не должно быть пустых сцен, в каждой сцене должны быть конфликты, то это достаточно такая сложная задача, но выполнимая. А вот каким образом приходят идеи для написания сценариев? Это вот что-то как-то витает или где-то что-то прочитали, посмотрели, послушали? Да, вот если брать сериал «Харче», то когда я писала последние серии сериала «Тумарык», то уже стала задумываться, а что мне написать в последующем. И вот когда листала новостные новости, там, даже до сих пор ежедневно же выходит информация, что жители Якутска или другого города потеряли свои накопленные деньги, отдали мошенникам. И вот желание как-то помочь, наверное, сподвигло на то, чтобы выбрать данную тему. Но помимо вот темы телефонного мошенничества, я еще подавала заявки, по-моему, еще 2.
а потом уже руководство, генеральный продюсер выбирает, ну, какой сценарий все-таки в работу отправить. И вот они сказали, пиши про телефонных мошенников, и вот так начинается работа. Получается, вы большую слабость испытываете к какой-то околокриминальной тематике, если можно так сказать. Ну, не любовная драма, не ситкомы, там, не Да, комедии. получается так, хотя я сама как человек, ну вот таких тем, ну, стараюсь избегать в своей повседневной жизни, но когда вот пишу, получается, да, интересны такие темы. Ну вот Елена отметила, что ей чем сложнее, тем интереснее. А вам как? Ну да, я про себя всегда говорю, глаза боятся, руки делают. И новый навык — это всегда создание, рост новых нейронных связей. И я почти всегда говорю «да» каким-то ситуациям, нежели «нет». Потому что новый опыт, если он даже не получится, это бесценный опыт жизненный получится. И вот так. Когда шанс дается, надо использовать. Да, Конечно. да. Ну, я так живу. Ну это здорово, так это к каким результатам это приводит? Да, да, Елена, а для вас какие жанры, наверное, самые полюбившиеся все-таки в работе? Я, кстати, не пробовала комедию. Почему? Нет? Нет. Ну, это Аютча ситком. Аютча Это первый. ситком. Ага. Это Ну, вот вот это, тоже кстати, я достаточно... забыла. Ага. Нет, вот вообще полноценный сериал, вот такое не было. А так, мне все нравится. Мне, конечно, иногда нравятся криминалы, жесткие сцены, мне снимать очень нравится. Ой-ой-ой. Ага. Любовная, ну так, но все равно любовь везде существует. Да? Даже в криминале же есть везде, ну, в любых сериалах, может быть. Но больше мне все-таки нравится какое-то... А вот учитывая, что вот, да, про сцены жесткие, а были ли какие-то идеи создать, наверное, первый хоррор-сериал или там какой-то вот якутские фильмы ужасов же есть, а вот сериал Ну, еще вроде как не было. это зависит от того, в какое время поставить. Потому что сейчас наши сериалы идут в 21:00, а в это время 18 плюс зрители, они не должны сидеть за экранами, а хоррор — это, скорее всего, это картина 18+, Да, скорее это 18 плюс, то есть в сетке должно стоять после 23:00. Вот. Если мы будем расширяться, жанры будут расширяться, то почему бы и нет? Ну это да, уже вопрос. Да, и расширение жанров, конечно же, это развитие. Всегда работать над одним жанром, и зрители, наверное, устают, да? Поэтому хорошо, когда сериалы выходят и разным, тут детектив, тут там мелодрама, тут это драма. Не надоедает что-то зрителю одно. А вот можно ли ждать, ну скажем, третью часть? Вот учитывая, что такой коммерческий и не только успех есть у картины. Ну, это, скорее всего, решение такое принимает руководство, но сейчас мы заняты, вот, как вы уже ранее сказали, над другими проектами. Но если руководство примет такое решение, то почему бы и нет? Это вряд ли, потому что сколько вот снимают же продолжение сериалов, всегда бывает хуже. Или надо так стараться. Да, надо Чтобы уже похоже, да. выше себя прыгнуть. Да, прыгнуть надо. Так. Какой проект будет готовиться следующим? Вот у вас историческая драма, вы работаете над еще одним каким-то криминальным сериалом. А какие планы на 2025 год? Ой, Ну, у нас же весь процесс от создания идеи, написания сценария, это очень долгий процесс. Это зависит, насколько быстро еще напишется сценарий и там возьмут в работу. пока не знаю. В 2025 году наша служба готовит, помимо вот сериала «Лена», и другие проекты. И поэтому мы обещаем, что нашим зрителям будет что посмотреть. Потому что они уже привыкли, ждут сериалы. После просмотра каждой серии они обсуждают в социальных сетях те или иные действия своих героев. Придумывают свои какие-то... Да.
А этого же практически всего-навсего 5 лет назад не было. В этом году мы отмечаем 5-летний юбилей службы сериалов. И в то время мы не могли даже думать, что в таком объеме будем производить якутские сериалы, и он будет приносить высокие рейтинги и положительные такие реакции. Ну, и ты стоит. Ну, это тоже здорово. Ну, о ваших работах мы поговорили сегодня. Это очень интересно, потому что редко так бывает, когда вот прям очень близко общаешься с деятелями вот искусства, киноиндустрии, ну, сериальной в том числе. А вот что последнее вы сами посмотрели, что вам понравилось, а что, возможно, нет? Последнее время, кстати, нет. Я сижу, работаю. А нет Монтирую. времени просто для того, Ага. чтобы... Монтирую, думаю. А были такие фильмы, которые вы смотрели, скажем, в кинотеатрах и с профессиональной точки зрения так замечали, что ну вот здесь как-то Ой, можно было бы по-другому? Это, кстати, сложно. Я смотрю же наши фильмы. Ну, хорошие есть фильмы. Но я смотрю уже не как зритель. Всегда сижу и думаю, тут не так смонтировано. Но это плохо. Издержки Нормально профессии. не смотришь. Я бы так сделала. Тут не дотянули. Потому что зритель, что он ждет? Зритель должен выйти из зала, ну, все прочувствовать, чуть ли не плача, и выйти. А бывает, смотришь фильмы, выходишь, и никакой реакции. Или Да. там чуть-чуть зашумели, там что-то, только началось, и все. А, фильм все, что ли? так Вот это выходишь. часто бывает Да. очень. И очень часто такие фильмы у нас, кстати. Евгения, а у вас как? Вы смотрите как сценарист? Нет, или- я смотрю как обыватель, я вообще забываю Ой, все. как хорошо. И даже субтитры не читаю, я вообще погружаюсь в фильм. И из последних просмотренных мне очень понравился фильм «Кадалыктах Кардалым», режиссер Михаил Лукачевский. Из западных фильмов мне ну, достаточно такой экстравагантный, интересный фильм «Субстанция». Вот. И да, люди экспериментируют, и нужно иногда смотреть вот такие разножанровые работы. Хотя сериалы я стараюсь не очень вот смотреть. Я вот посмотрела «Слово пацана», вот все говорили о нем. Последняя, я тоже смотрела. «Игры престолов», а вот, ну, вот такие модные, даже, ну, времени нет, и иногда думаешь, даже не хотя можно взять оттуда что-то, поэтому все подряд смотреть не надо. Да, скорее всего. Но вот в «Слове пацана», не знаю, как вам, мне очень жутко не понравился монтаж. Там была как-то очень странно проведена работа. Мне иногда там герои некоторые не нравились, как играют. Но это, я говорю, нормально не смотришь. А если хороший фильм, и сидишь, думаешь, ой, мне бы тоже такой фильм снять. Бывает же, когда все, и сценарий, и монтаж, и озвучка, и актеры. Но это бывает Да, очень редко. да. Учитывая, что вы на ТЭФе вот сидели буквально рядом с представителями Башкортостана, да, республики, познакомились с ними, какие у них были представлены работы, что у них волей-неволей можно позаимствовать? Нет, нам не показывали. Просто на показывали. словах. Ага. Ну Это вот плохо. о чем они говорили? Что, какие у них Ну, у были нее работы? детский фильм был. Ага. Мгм. И все вот так. А, просто Коротко всё, вот так. ага. Ага, они говорили. Понятно. Это жалко было, потому что мы хотели все-таки посмотреть. Я, например, с удовольствием посмотрела бы, с кем я соревновалась. Потому что мы Конечно. выбрали наш фильм. И, кстати, там жюри говорили, что среди финалистов нет случайных работ. Это Все твердые достойные. финалисты, никто с натяжкой там финал не прошел, поэтому вы должны быть уверены, что вы уже победители. Нас до этого уже так настраивали. Но это было мало. Говоришь же, они говорили, вот вы все достойны, но думаешь, ну, достойны, конечно, достойны, но все равно я хочу Орфея. Конечно. держать. Ага. А вот в чем фишка наших региональных сериалов? Чем они могут отличаться от тех, что показывают на федеральных каналах? Ну, это же, конечно, родной якутский язык, родной менталитет. Зрители смотрят якутские сериалы как настоящую жизнь, как вот о своих соседях, о своих детях, о своих родителях.
И используются те же слова, те же проблемы, те же ситуации, поэтому им очень близко, и поэтому и в этом кроется фишка, секрет, и потому что какие бы фильмы, сериалы не показывали федеральные телеканалы, но рейтинги якутских сериалов никакой проект не пробивает. Ну, давайте в завершении нашей с вами беседы ваши пожелания подрастающим специалистам. Что бы вы пожелали своим молодым коллегам, сценаристам, режиссерам и тем, кто занимается съемкой сериалов и фильмов? В первую очередь, я думаю, да, любить свою профессию. Если не любишь, не получится. Все равно же уходит, да? Любить и идти всегда вперед, ничего не бояться и самообразовываться. Например, я много читаю про монтажи, про все, ну вот, да. Фильмы смотрю, которые, специально, чтобы посмотреть, какие они, приемы делают, способы склеек, что делают, подходит нам или нет, там, вот это изучаю обычно я. Евгения, сделано. что вы пожелаете? А я вот пожелаю не бояться, быть решительными. Новые проекты, новые идеи — это всегда новый бесценный опыт, как показывает практика. Ну и, пожалуй, наверное, надо рисковать. Кто не рискует, Да, тот да, эфи не да. получает. Да. Спасибо вам большое, Елена, Евгения, за то, что пришли к нам и Спасибо вам. рассказали о том, что вообще у нас в компании, в общем-то, на другом этаже происходит. Ну а на этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.